Цель – посеять страх среди населения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как разоблачили план правительства и почему угрожают Эмомали Рахмону. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 14 членов террористических и экстремистских организаций задержаны сотрудниками милиции только в Душанбе за первые 3 месяца этого года. Сообщается, что это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди арестованных, как утверждает МВД Таджикистана, есть и члены запрещенных в стране партии Исламского возрождения Таджикистана ПИФТ и группы 24. Оппоненты властей называют обнародованную информацию безосновательной. О задержании 14 членов террористических и экстремистских организаций в столице сообщил глава УМВД по городу Душанбе Баратали Хамидзода. В опубликованной в официальном издании МВД Таджикистана статье глава душанбинской милиции пишет, что сотрудниками правоохранительных органов за первые 3 месяца этого года был выявлен 31 член террористических и экстремистских организаций, 5 боевиков группировки «Исламское государство» ИГИЛ, 2 члена религиозного течения Салафия, 10 членов группы 24, 12 членов ПИФТ, 2 члена группировки Джамаат Ансаруллах. Однако, как отмечает Баратали Хамидзода, были арестованы только 14 членов террористических и экстремистских организаций. Почему 17 остальных подозреваемых остались на свободе, автор статьи не сообщает. Глава УМД по городу Душанбе пишет, что члены запрещенных в стране организаций были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Представители запрещенных в Таджикистане организаций считают, что цель опубликованной Хамидзода информации – посеять страх и сомнения в обществе. Милицейские чиновники распространяют подобную информацию для того, чтобы получить премии и очередные звания, а также для того, чтобы посеять страх среди граждан. Мол, любому человеку за сотрудничество с оппозиционерами грозит тюремное заключение, сказал 13 июня Мухаммад Сабири Абдукахор, пресс-секретарь группы 24. Имена задержанных членов террористических и экстремистских организаций власти не обнародовали. В апреле этого года Шахида Мамаджонова, мать проживающего в Германии блогера и критика властей Шерзода Мамаджонова, судом района Исмаили Самани города Душанбе была приговорена к 6 годам колонии. Критики таджикских властей заявили, что Шахида Мамаджонова наказана за критику ее сыном, блогером Шерзодом Мамаджоновым, действий правительства в отношении хиджаба. Осенью 2014 года группа 24 была признана Верховным судом Таджикистана экстремистской и запрещена на территории Таджикистана. Эта оппозиционная группа была образована в России в 2012 году Умарали Куватовым и Шарафиддином Гадоевым. Десятки сторонников группы 24 были задержаны по запросу властей Таджикистана за рубежом, в том числе в России, Белоруссии и Турции. Бабаджон Каюмов, официальный представитель ПИФТ, назвал опубликованную главой УМВД по городу Душанбе информацию продолжением кампании по дискредитации оппозиции. А как вы относитесь к таким организациям? Ведь во многих странах мира есть оппозиционные организации, и их не называют террористическими, они просто высказывают свое мнение и работают на благо населения, а у нас они враги народа. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У ПИФТ в Таджикистане было 40 тысяч сторонников, власти превратили их в настоящих заложников, оказывают на них давление и задерживают по любому поводу. Так, к примеру, поступили с родственниками Саида Абдуллои Нури, которые не занимались политической деятельностью, добавил Каюмов. ПИФТ до 2015 года была основной оппозиционной силой в Таджикистане. В 2015 году власти Таджикистана обвинили руководство партии в причастности к попытке военного мятежа бывшего замминистра обороны страны Абдулхалима Назарзода. Верховный суд Таджикистана объявил ПИФТ террористической организацией. Руководство ПИФТ категорически отрицает все обвинения в причастности к мятежу. Об угрозах террористических и экстремистских группировок в Таджикистане заговорили после того, как в 2014 году Исламское государство объявило о создании исламского халифата, и около 2000 таджикских граждан перебрались в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне боевиков. Международные правозащитные организации неоднократно критиковали власти Таджикистана за то, что под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом грубо нарушают права человека в стране. В Душанбе эту критику, конечно же, отвергают. Известный политолог, доктор юридических наук Шакирджон
Хакимов считает, что власти государств постсоветского пространства используют террористическую угрозу для того, чтобы отвлечь внимание широких масс населения от насущных социально-экономических и политических проблем. Если эти угрозы существуют на самом деле, тогда необходимо объединить народ путем улучшения уровня жизни людей и обеспечить социальной справедливостью, реализацией конституционных прав и свободы граждан, развитием гражданского общества и различных политических направлений, а также реализацией эффективной кадровой политики, отметил он. В Таджикистане запрещена деятельность 19 организаций, список разделен на экстремистские и террористические организации. Решением Верховного суда Таджикистана 30 марта 2006 года была запрещена деятельность сразу нескольких организаций: братья-мусульмане, Джамаат Ислам, движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Лашкар и Тайба, Исламское движение Узбекистана, Аль-Каида, Джамият-е-Таблиги и Таблиги-Джамаат. В следующие годы в этом списке появились новые партии и движения, в том числе ПИФТ, Группа 24, Национальный альянс Таджикистана, религиозное течение Салафия. Руководители некоторых политических организаций категорически отрицают причастность к терроризму и экстремизму и считают решение таджикских властей просто попыткой убрать оппонентов с политической сцены, но говорят, что это им не удастся, и они будут продолжать свою деятельность. А как вы относитесь к этим организациям и считаете ли вы их действительно террористическими? И как относитесь к тому, как с ними ведет себя наша власть? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!